Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, почему водитель Дэу Некси не подчинился требованиям автоинспекторов. Подробности погони в Альметьевске. Покажем последствия аварии на улице Восстания. Против того, что вы афишируем наши дорожно-транспортные происшествия. Девушка протаранила припаркованные автомобили. Обокрал казанцев на 50 тысяч рублей. Подозреваемый с поличным был задержан полицейскими и доставлен в ближайший отдел полиции. Уголовное дело в отношении подозреваемого в серии карманных краж передано в суд. Это и не только прямо сейчас. Не подчинился требованиям автоинспектора и устроил настоящий переполох. На улицах Альметьевска развернулась погоня за водителем автомобиля Дэу Некси. Он не подчинился законному требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. Уходя от дорожных инспекторов, он успел несколько десятков раз нарушить правила дорожного движения. Чем все закончилось, расскажет Айрат Назипов. Вой сирен был слышен едва ли не по всему городу. Полицейскую погоню сняли на камеру сразу несколько очевидцев. По предварительной версии, все началось на улице Колхозная. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль Дэу Некси, но хозяин иномарки вместо педали тормоза нажал на педаль газа, после чего решил скрыться с поля зрения стражи порядка. Для поимки предполагаемого нарушителя пришлось задействовать сразу несколько экипажей. После продолжительной погони водителя задержали на проспекте Тукая. И ППСники приехали, он тоже загружать. Да, в бордюр. После задержания стала ясна причина такого поведения автомобилиста. По рассказам очевидцев, у молодого человека не было водительского удостоверения, а его состояние, как и состояние всех пассажиров, вызывали подозрения. Тогда автомобилисту пришлось пройти тест на алкоголь. Тест показал, водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С большой долей вероятности его ждет крупный штраф не только за езду в нетрезвом виде, но и за различные нарушения правил дорожного движения. На автомобилиста составили несколько десятков административных протоколов. Айрат Назипов, «Вызов 112». Ford Fusion и Mazda столкнулись сегодня днем на Щербаковском переулке. По рассказам очевидцев, водитель Mazda не убедился в безопасности маневра при перестроении на соседнюю полосу. В результате удара у японской иномарки была повреждена передняя левая часть, тогда как у второй машины правая задняя. Установить степень вины каждого участника аварии предстоит автоинспекторам. Не справилась с управлением, проехала через бордюр и столкнулась с двумя припаркованными автомобилями. На улице Восстания, по рассказам очевидцев, автомобиль марки Kia протаранил стоящий на парковке Ford и ВАЗ-2114. Произошло ДТП ранним утром, но найти владельцев припаркованных машин удалось только после обеда. С места происшествия Ленар Гинатуллин. Все-таки мы против чего? Против того, что вы афишируем наши дорожно-транспортные происшествия. Приезду нашей съемочной группы участники ДТП были явно не рады. По рассказам очевидцев, девушка за рулем Kia ехала по улице Восстания в сторону улицы Короленко. В какой-то момент она не справилась с управлением, из-за чего ее машину выбросило на тротуар, переехав который, она столкнулась с припаркованным автомобилем марки Ford. А того, в свою очередь, отбросила на стоявшую «Ладу» 14-й модели. В момент происшествия хозяев поврежденных машин на месте аварии не было. Перед праздничным намазом было. Утром. Потом я ужинал на намаз. Учитывая обстоятельства ДТП, виновной в аварии, скорее всего, признают автоледи, управлявшая автомобилем Kia. Сама девушка от комментариев отказалась. Ленар Гинатуллин, Адель Малахметов, «Вызов 112». Госавтоинспекция ищет водителя троллейбуса, пассажирка которого сломала позвоночник. Все произошло накануне в районе 10 часов утра на остановке Восстания по улице Декабристов. 75-летняя женщина упала в салоне общественного транспорта, после чего была доставлена в больницу с компрессионным переломом грудного позвонка. Водитель с места происшествия скрылся. Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев по номерам, указанным на экране. Всего за минувшие сутки произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, 2 из них с пострадавшими. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 726 водителей и 49 пешеходов. 6 автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Застолье закончилось черепно-мозговой травмой для хозяйки квартиры в Заинске. 51-летнюю женщину экстренно госпитализировали в больницу. Как призналась пострадавшая, в этот вечер ее избил 39-летний сожитель. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала мужчину. Он признался, что распивал с гражданской супругой спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и он ударил женщину скалкой по голове. Похожий сценарий произошел и в Альметьевском районе. В центральную районную больницу с тупой травмой живота был госпитализирован
госпитализирован 65-летний житель села Камысь-Могилово. Прибывшим полицейским он сообщил, что травму получил от своего брата. Выехав на место происшествия, полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался, что нанес побои родственнику, так как у них начался конфликт после совместного распития спиртного. Сейчас в отношении обоих нападавших решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За несколько часов ограбил сразу двоих. 34-летний житель авиастроительного района Казани предстанет перед судом за совершение 2 грабежей. По версии полицейских, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отнял телефон у молодого человека. Спустя время, находясь во дворе дома по улице Айдарова, он напал на пенсионера. Толкнув пожилого человека, предполагаемый злоумышленник отобрал у него деньги. Прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемого и по горячим следам его задержали. Свою вину он полностью признал. Дожидаться суда задержанный будет под стражей. В Казани завершено расследование уголовных дел по фактам карманных краж. В серии преступлений обвиняют 39-летнего ранее судимого местного жителя. По версии стражей порядка, предполагаемый злоумышленник орудовал на территориях рынков и пользовался невнимательностью горожан. Сумма причиненного материального ущерба по всем установленным фактам превышает 50 тысяч рублей. Как действовал подозреваемый, расскажет Рамиль Шайдулин. 39-летнего казанца полицейские обвиняют сразу в 11 эпизодах карманных краж. Одно из его преступлений, по версии стражей порядка, произошло еще в середине июня и попало в поле зрения наружной камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, женщина, пришедшая на рынок за покупками, отвлеклась и задвинула сумку за плечо. В этот момент к ней подошел незнакомец и достал лежащий на поверхности кошелек. Однако далеко скрыться он не успел. Подозреваемый с поличным был задержан полицейскими и доставлен в ближайший отдел полиции. На допросе мужчина сознался в совершении аналогичных преступлений. Кроме этого, выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи. В настоящее время следственные действия завершены. Уголовное дело подготовлено для передачи в суд и рассмотрения его по существу. Сотрудники полиции просят жителей города и республики внимательно относиться к сохранности своего имущества в транспорте и на рынках города, в других местах массового скопления граждан, хранить документы, деньги, средства мобильной связи в надежных местах, не класть их в наружные карманы верхней одежды, сумки всегда держать в поле зрения, закрывать на замки, не оставлять на поверхности кошельки и другие ценности. В подобных случаях полицейские просят всегда обращаться по телефону 02. Рамиль Шайдулин, Ленар Геннатуллин, вызов 112. Крысиные бои, неудачные грабители и опасный флешмоб. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Взял с собой зонт и спас себя от различных травм. Житель Китая оказался в эпицентре взрыва грузовика с карбидом кальция на борту. Однако мужчина не получил ни единой царапины. Вероятно, благодаря тому, что большинство осколков попали на подручные средства. 2 жадные крысы не поделили запасы огромного продовольственного склада в Индии. По крайней мере, так предположил автор этого видео, ставшим невольным свидетелем крысиного боя. За что именно дрались грызуны, остается неизвестным, однако битва между ними с использованием различных боевых приемов длилась еще долго. Вечер у 2 грабителей явно не задался. Мужчины, ограбившие аптеку, уже праздновали победу, думая, что сорвали куш. Однако они даже не подозревали, что краденый товар не представляет никакой ценности. Загрузив машину мусором, они попытались скрыться с места происшествия. Но через километр перегруженный автомобиль заглох. Полицейским не составило труда поймать воров по горячим следам. Пока. Популярный флешмоб, в котором люди, бросая свою машину, на ходу выбегают из салона потанцевать, набирают обороты и порой приводит к весьма непредсказуемым последствиям. Один из водителей так увлекся своим танцем, что не заметил препятствия. Впрочем, остановить автомобиль, который двигается, оказалось не так-то просто. В похожей ситуации оказалась и эта девушка, однако в отличие от первого водителя, она успела исполнить танец, но вот попасть обратно в автомобиль ей было не суждено. Судя по всему, в таких акциях девушка больше участвовать не будет. Альбина Минибаева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.